славянских газетах накопилось много новостей, и прежде чем мы с вами приступим к их обсуждению, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Славянская обложка буквально взорвала интернет и привлекла внимание мировой общественности. На обложке печатного издания «Объектив» изображен президент США Дональд Трамп. Его лицо дополнено черными усами, которые, с одной стороны, напоминают стиль Гитлера, а с другой, словно из носа течет кровавая нефть, создавая провокационный визуальный эффект. Под изображением размещен сильный заголовок «Американская атака на Венесуэлу», что отсылает к событиям в Венесуэле и действиям США по наведению порядка в данном регионе, американского порядка. Иллюстрация мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала волну похвалы за смелость. На славянскую обложку обратило внимание даже американское издание Newsweek. Автором славянской обложки является славянский дизайнер Томато Кошер. Интересно, пустят ли его после такой провокационной обложки в Америку? Словения стоит перед важным внешнеполитическим решением, присоединяться ли ей к международному иску против Израиля в Международном суде ООН в Гааге. Иск касается нарушений международного права со стороны Израиля в Газе. Словения должна принять решение, участвовать ли ей в данном процессе или нет, до 12 марта 2026 года. Уже известны страны, которые будут участвовать в данном коллективном иске. Это Турция, Египет, Мексика, Чили, Испания, Куба, Ирландия, Бразилия и Бельгия. В Словении разгорелся скандал, который возмутил тысячи водителей. Полиция остановила автомобиль со словенскими номерами. Причина – слишком темные передние стекла. В итоге водителю выписали штраф, сняли регистрационные номера и запретили передвигаться на данном автомобиле, пока не будет устранено нарушение. Вроде бы все правильно, но дальше выясняется самое интересное. Оказывается, автомобили с иностранными номерами и с еще более темными стеклами могут спокойно передвигаться по Словении. Никто не будет их останавливать и штрафовать, потому что для них действуют международные правила, основанные на Венской конвенции о дорожном движении. В ней нет четких требований к степени затемнения стекол. А вот для словенских машин действуют национальные законы, и они куда строже. В итоге получается абсурд. Один и тот же автомобиль, но разные номера. Один должен заплатить штраф, а другой нет. По логике этого закона итальянская мафия с наглухо тонированными стеклами может спокойно передвигаться по Словении. В Словении журналисты провели расследование, которое вскрыло опасную правду об индустрии красоты. В течение нескольких месяцев они работали под прикрытием, изучали рынок и использовали скрытую камеру. То, что они рассказали, шокирует. Во многих салонах ботокс и филлеры вводят не врачи, а обычные косметологи без медицинского образования и без лицензий. Журналистки под прикрытием записывались на ботокс в разные салоны красоты. Косметологи уверяли, все безопасно, рисков нет, максимум небольшая отечность. Но врачи говорят другое. Ботокс и филлеры – это медицинское вмешательство, а не обычная косметическая услуга. При неправильном введении могут возникнуть тяжелые осложнения. Закупорка сосудов, омертвение тканей, необратимые повреждения. Один из врачей рассказал о пациентке, у которой начался некроз лица, а другая женщина из-за неправильного введения филлера потеряла зрение. Эксперты предупреждают, такие процедуры должны выполняться врачами в медицинских учреждениях. Красота не должна стоить жизни и здоровья. В Словении разгорелся скандал из-за дискриминации школьницы с инвалидностью. Школа отказала 17-летней ученице Нике Флиссер из Камника в участии в школьной экскурсии в Рим из-за ее малоподвижности. Якобы Ника не справится с активной культурной программой из-за своей коляски. В официальной переписке организаторов Нику даже обозначили без имени, просто как XY, что стало для девочки и ее родителей огромным обесценивающим фактором.
Родители и сама Ника считают данное поведение дискриминацией инвалидов. Закон требует равного доступа ко всем образовательным мероприятиям. После того, как начался скандал, школьная администрация попыталась оправдаться, объяснив это заботой о самой Нике. Якобы ей самой будет неудобно. Снег и лед на водоемах в Любляне – большая редкость. И для большинства горожан это огромный праздник. Многие сразу же хотят испытать крепкость льда. Так произошло на минувшей неделе на Костежском озере. Двое парней вышли на лед и сразу же провалились. Они за считанные секунды оказались в ледяной воде. Паники, крики о помощи и холод. К счастью, рядом оказался молодой парень. Он не растерялся, бросил веревку и вытащил пострадавших на берег. Каким-то чудом у этого парня оказалась при себе веревка, может быть, даже и мыло. Возможно, он шел в ближайший лес искать крепкий сук, когда увидел двух тонущих парней. Буквально через несколько минут на место прибыли спасатели и медики. Парней укутали в термоодеяло и доставили в скорую помощь с признаками сильного переохлаждения. Как сложилась дальнейшая судьба парня с веревкой, к сожалению, мы не знаем. В распределительном центре для беженцев Порин 38-летняя россиянка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и просившая политического убежища, устроила переполох среди сотрудников. Женщина кричала и оскорбляла охранников, но в какой-то момент ей показалось этого недостаточно, и она решила прибегнуть к более существенному аргументу. Достав из своей сумочки 30-сантиметровый резиновый фалос. 30 сантиметров – это примерно вот так, существенный аргумент. Она начала угрожать данным аргументом охранникам, стучать им по регистрационной стойке и даже ударила им по лицу бедного охранника. Прибывшей на место полиции удалось задержать нарушительницу. Ей назначили условный срок и конфисковали орудие навсегда. Осталось неясным, дадут все-таки этой женщине политическое убежище или нет. Друзья, а если вы планируете переезжать в Словению не по политическому убежищу, а рассматриваете другие официальные варианты, и вам необходима помощь в оформлении документов и помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Словении готовится к кинопремьере документального фильма о Мелании Трамп, первой леди США, славянского происхождения. Этот фильм появится в словенских кинотеатрах 30 января. Документальная лента под названием «Мелания» рассказывает о жизни Мелании Трамп и предлагает редкий и интимный взгляд на ее будни за 20 дней до инаугурации ее мужа, президента Дональда Трампа. Фильм снял голливудский режиссер Брэд Рэтнер, а сама Мелания Трамп участвует в проекте как исполнительный продюсер. Это делает картину не просто внешним наблюдением, а личным взглядом на ее опыт и участие в политике и общественной жизни. К сожалению, данный фильм не станет скандальным откровением, поскольку его продюсером является сама Мелания Трамп. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник от -3 до 0, ясно, без осадков. Слабый восточный ветер 3-4 метра в секунду. Порывы до 8 метров в секунду. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, подписывайтесь и ставьте лайки. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайк. Пока-пока, до новых встреч!